Доброе утро, дорогая республика. Как всегда, 7:00. Телеканал Якутия-24 приветствует всех наших утренних пташек, то есть вас, наши дорогие телезрители. В эфире «Утро Якутии». С вами я, Дарьян Кехва, Павел Танин. И, конечно же, по ту сторону нашей студии находится большая команда, которая работает каждый день во благо всех нас и вас в том числе. Для кого, для чего, да. Для вас и для чего, чтобы зарядить вас хорошим настроением, бодростью в первую очередь и дать какой-то импульс для плодотворного, успешного дня сегодняшнего. А сегодня у нас уже на календаре 12 августа, день недели вторник. Неделя рабочая начинает только набирать свои обороты, поэтому сделать можно еще огромное количество дел. Впереди все-таки еще до пятницы, ого, сколько. Ну, давай немножко поговорим о том, что ждет нас сегодня в течение эфира. Ну, во-первых, конечно, это интересные гости. С одним из них мы поговорим на тему поступления в одно из среднеспециальных учреждений нашей столицы. Как туда попасть, что можно сделать, чтобы еще успеть запрыгнуть в уходящий вагон, да, в последний вагон. Опять же, на чем придется учиться, потому что материально-техническая база в учебном заведении – это очень важный момент. Также сегодня поговорим о такой прекрасной церемонии с утра, как чайная церемония. Вот вроде бы много времени занимает, на самом деле нет, но зато от нее столько много толку. А вот какой толк, узнаем чуть позже. Да, ну а помимо этого, конечно, еще много всего интересного. И не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, в котором все, что не попадает в эфир, также в течение дня публикуется. Можете быть с нами в течение всего дня. QR-код видите на экране, отсканируйте его, на канал наш попадете. Если вы до сих пор не подписаны на него, то исправляйте это непонятное недоразумение в ближайшее время. Ну и как всегда, давайте же узнаем, какая у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 14 градусов. В заречной группе 15-22 выше 0. В южных 14-23 со знаком плюс. В Вилюйской 13-22, в Нижних Ленских 10-18, в западных 13-23. В Колымо-Дигирской группе УСов ожидается до плюс 16. В Янских 8-11 градусов тепла, на северо-западе 6-12 со знаком плюс. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 15 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем пасмурно. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 22 градусов. Теплые дни еще в течение дневного времени нас сопровождают, поэтому пользуйтесь, проводите по возможности больше времени на улице. Все-таки. Правильно. И даже сейчас, несмотря на то, что раннее утро, уже тепло, в принципе. Ну, такая прохлада есть небольшая, но в целом ощущается, что лето еще присутствует в нашем городе. Поэтому ходите пешком на работу. Это в том числе поможет, наверное, взбодриться, проснуться более уверенно. Ну вот, говоря о том самом проснуться, Паша, вот для тебя самый главный такой важный, может быть, ритуал, может быть, что-то ты делаешь, может, что-то ешь для того, чтобы проснуться с утра? Что-то ем, чтобы проснуться с утра. Я просыпаюсь с утра, чтобы успеть поесть. Наверное, так это все звучит, но нету каких-то прям полноценных ритуалов, которые приводят меня в состояние боевой готовности, скажем так. То есть, да, утро начинается обычно вот так вот, с открытия глаз, вот в таком состоянии, но потихоньку-полегоньку, что-то пара движений, тут посуетился, здесь посуетился, отправился на любимую работу, и вроде бы уже вот бодрость, пожалуйста. Ну и, конечно, свет софитов нашей студии не может не пробуждать тебя и бодрить, да. Ну а вообще, по результатам исследования, опубликованного в марте 2025 года, 49% россиян для быстрого пробуждения используют чашку кофе или чая. А вот контрастный душ и громкий звонок будильника помогают одинаковому количеству людей, по 19%. Да, а вот для 17% опрошенных эффективный легкий завтрак и физические упражнения. 11% мотивирует любимая работа и общение с домочадцами. А биологически активные добавки для улучшения сна и пробуждения принимают 9% респондентов. Медитацию практикуют 3%. Еще 15% участников опроса отмечают, что никакие
методы им не помогают. Вот так. То есть, по сути, ты все-таки попал в ту самую 15%. группу, да, где 15%. Нет, я при этом не говорю, что я не пробуждаюсь. То есть у меня нет каких-то ритуалов, которые вот если я это не сделаю, я не проснусь. А нет, вот ты в 11%. Тебя мотивирует любимая работа. Получается, скорее всего, да. Ну вот для тех самых 15% всегда будет интересна наша зарядка по утрам. Ведь ее можно делать каждое утро совместно с нами. Доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, и я сертифицированный тренер по йоге. Сейчас мы с вами сделаем разминку, которая у нас будет действовать на пресс и на наши ноги. И первое упражнение: мы подходим к краю коврика, правой ножкой мы отшагиваем назад, регулируем угол 90 градусов, поднимаем ручки вверх, вдох, с выдохом опускаемся вниз к левой ноге, задняя ножка становится сильной. Ручки соединяем сзади в замочек, оттягиваем назад, вдох, подтягиваемся вперед, с выдохом опускаемся к левому колену. Оттягиваем ручки назад, поднимаемся вверх, вдох, с выдохом поза воина второго. Левое колено в угол 90 градусов, правая ножка заворачивается вовнутрь параллельно коврику. Поднимаем ручки вверх, вдох. И с выдохом как будто держим большой-большой купол. Наклоняемся к левой ноге, вдох. С выдохом поднимаемся вперед. То же самое делаем на другую ножку. Подходим к краю коврика. Левой ножкой отшагиваем назад. Правая ножка в угол 90 градусов встает. Поднимаем ручки вверх, вдох. Вытягиваемся. Вытягиваем позвоночник вверх. Ручки подтягиваем вперед. Задняя ножка становится сильной. Затем ручки в замочек назад. Оттягиваем замочек, вдох. С выдохом опускаемся к правому колену, голову опускаем вниз. За замочком вытягиваем ручки вверх, вдох. С выдохом снова поднимаемся назад. Из этого положения поза воина 2. Левая ножка задняя параллельно коврику, правая под углом 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, таз вытягиваем вперед. Держим как будто бы большой купол, с выдохом. Наклон к правой ноге, вдох. Выдох. И заканчивая упражнение, возвращаем ножки к центру. Следующая позиция – балансовая поза дерева. Встаем мы ровно в тадасану, включаем икры, бедра, подкручиваем таз. Поднимаем правую ножку вверх к левому бедру. Правой ножкой толкаем в левое бедро и наоборот создаем сопротивление. Левой ножкой стоим хорошо, фиксируясь. Поднимаем ручки вверх, также вдох. Таз немножечко вперед. С выдохом опускаем ручки в намасте перед собой. И начинаем поднимать правую ножку над землей и вытягивать правую ножку назад. Пяточкой толкаем невидимую стену, а ручками тянемся вперед. Вдох, с выдохом возвращаемся на место. Поменяем ножку. То же самое с левой ногой. Левая нога к правому бедру. Поднимаем ручки вверх. Вдох, вытягиваем позвоночник. Выдох. Отпускаем левую ножку. Ручки вытягиваются вперед, левая ножка тянется назад. Пяткой толкает невидимую стену, голова вытягивается за макушку вперед. И возвращаемся на место. И завершаем мы нашу зарядку скруткой лежа на полу. Ложимся на пол. Ложимся мы так, чтобы у нас ножки шли в угол 90 градусов, пяточка прижата к пяточке, пальчики ног к пальчикам ног. Левая ручка вытягивается по полу. Правой ручкой ложим сначала на левую ручку, и затем правой ручкой, разворачиваясь ручкой, поворачиваемся в правую сторону и поворачиваем голову в правую сторону дальше и притягиваемся правым плечом к полу.
коленки соединены, пальчики ног, пяточки соединены. Также поднимаем ручку вверх, возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и на другую сторону. Обе ножки прижаты друг к другу, пяточки ног и коленки. Ложимся на правый бок, правая ручка, левая ручка. Угол 90 градусов соблюдаем. Левая ручка теперь по полу вытягивается у нас в левую сторону, и головой мы, вытягиваясь, смотрим в левую сторону, прижимая левое плечо к полу. Правая ручка отталкивается у нас от пола назад. Вдох и выдох. Возвращаемся также в исходное положение. Отлично. На этом наше занятие сегодня подходит к концу. Увидимся в следующей программе. Что ж, действительно, упражнения такие помогают взбодриться. Ну а далее мы узнаем о последних событиях, которые произошли. О них нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Россиянам старше 80 лет, инвалидам первой группы и пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность, в августе, в сентябре увеличат выплаты. Повышение пенсий, в частности, стоит ожидать жителям, отпраздновавшим 80-летний юбилей в этом месяце. В следующем они получат удвоенную фиксированную часть. Если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники, дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет или инвалиды любой группы, то ему дополнительно назначается ежемесячная прибавка в размере 2969 рублей 23 копеек за каждого иждивенца, но не более чем за троих. Увеличение пенсии будет произведено автоматически, поэтому обращаться в социальный фонд для перерасчета не требуется. В Якутии за последнюю неделю потерялось 32 человека. С наступлением сезона сбора дикорастущих ягод и грибов участились случаи потери людей. В прошедшие выходные в Якутске на 13 и 15 километре Вилюйского тракта на третьи сутки нашли женщину 73 лет. Также в Хангаласском районе 50-летняя жительница села Улахан Анна ушла по грибы и не вернулась. Ее нашли в 5 километрах к западу от Канибазы. Состояние нормальное, медпомощь не потребовалась. В Алданском районе пропавшая женщина 51 года рождения сама вышла из леса и пришла к родственникам. Состояние удовлетворительное. Я хотел бы все-таки попросить и предупредить жителей республики перед тем, идти на сбор дикорастущих или на рыбалку, на охоту, но все-таки быть бдительными, оповестить своих родных. Взять с собой предметы первой помощи. Это в любом случае телефон заряженный. Ну, может быть, спичку, если там вдруг наступит ночь и так далее. Каждое лето в Амгинский улус приезжает все больше и больше туристов. Поэтому строительство туристско-рекреационного кластера Амга на горе Короленко станет большим шагом в развитии туризма улуса и одной из ключевых точек притяжения туристов. Уже сейчас на территории кластера построены 5 модульных домов для отдыха, бани и смотровая площадка. В планах строительства еще одной и обустройство территории, а также бассейна и строительство зиплайна через реку, который станет первым в республике. В будущем здесь планируют брать резидентов бизнес-инкубатора для того, чтобы любой желающий смог открыть тут свое дело. С помощью поддержки субсидий, которые выделяли для предпринимателей, мы начали строить модульные домики. Они у нас будут круглогодичные, со всеми условиями для нынешнего поколения. То есть там будет и свет, газ, вода, благоустройство вся должна быть. В общем, вот этот рекреационный кластер у нас стоит не так далеко, то есть 4 километра получается, да. И я думаю, здесь проход очень большой будет. Это место для нас очень достопримечательное. В рамках Восточного экономического форума состоится Кубок Победы по масс-рестлингу. Соревнования соберут атлетов из 14 стран мира и пройдут в формате командного первенства. Каждый коллектив выступит под именем одной из железнодорожных станций Амуро-Якутской магистрали. Кроме того, участников ждут знакомства с настольными играми Якутии, Хабалык и Камыска. Всего в программу спортивных игр ВЭФ вошли соревнования по более чем 10 видам спорта.
Мы продолжаем наш утренний эфир, и сейчас поговорим на очень такую серьезную и актуальную тему. Приемная кампания в учреждении среднего профессионального образования подходит к завершению. Да, Якутский коммунально-строительный техникум в этом году отмечает 95-летие. За это время он стал одним из надежных центров подготовки кадров в строительной сфере. При этом техникум не стоит на месте, внедряет новые технологии, открывает современные специальности в том числе. О ходе приемной кампании и о том, как техникум готовят кадры, расскажет Татьяна Беркутова, ответственный секретарь приемной комиссии. Доброе утро. Здравствуйте. Татьяна Игоревна, расскажите немного о том, по каким специальностям сегодня ведется прием, да, и какие традиционно уже пользуются популярностью у вас. Ну, в этом году мы начали прием с 9 класса. Это 5 направлений. Это мастер общестроительных работ, мастер отделочно-строительных, мастер жилищно-коммунального хозяйства, монтаж и эксплуатация газового оборудования и информационное моделирование в строительстве. После 11 у нас 2 направления. Это мастер жилищно-коммунального хозяйства и строительство и эксплуатация зданий, сооружений. Ну и, конечно, самое популярное – это строительство и эксплуатация зданий и сооружений, мастер жилищного коммунального хозяйства. И в этом году первая такая стала популярной мастер общестроительных работ, потому что в модуле обучения добавилась сварочной работы, и каждый мальчик хочет научиться варить. Да. Пользоваться сварочным Да. аппаратом. Да. Полезное нам. Ну, вот вы упомянули информационное моделирование в строительстве. Насколько понимаем, это относительно новая специальность. в вашем Да, техникуме. это новая специальность. В этом году она открывается на бюджетной основе. Она тоже популярна. И это, конечно, тоже строительство, но в IT-технологиях. Сейчас современный мир движется вперед, и все переходит в цифру. И как раз информационное моделирование в строительстве помогает спроектировать дом от начала проектных документов до финального строительства. А какие современные технологии в рамках обучения по этой специальности студенты осваивают? Это программа Revit. Это программа, которая помогает выпустить полностью проектную документацию вместе с сметами и проектированием. И пилот BIM. Это именно программа, которая помогает полностью смоделировать здание в 4D-модели. Ну, то есть такая очень полезная информация. Я думаю, если освоить ее, то работу точно найдешь, потому что такие знания, они сейчас необходимы просто в строительной отрасли. Ну, да? вообще, в принципе, вот не далее, как вчера мы говорили, что Да. конкурентность сегодня составляет люди, которые технологии, в том числе искусственного интеллекта, но тем не менее технологичность, знание технологий, умение Конечно. пользоваться, это да, важно. Но мы знаем, что 2 октября, в день среднего профессионального образования, у вас будут открыты 2 мастерские. Да? Вот можно об этом поподробнее, потому что это ведь тоже немаловажный фактор. Ты уже об этом сегодня, Паша, говорил, да? Да, будут открыты 2 мастерские по гранту Минвостокразвития. Это технологии градостроительного, технологии BIM-технологии именно и технологии развития городов и территорий. Как раз вот под нашу именно специальность информационное моделирование в строительстве. А вообще подробнее об этих мастерских можете рассказать, что в них будет? То есть, ну, там, как бы... То есть практически Да, могут, да, там ну, получать? Основное оборудование это, конечно, компьютеры. Самые современные, самые укомплектованные. Потом там будет 3D-принтер, гравировательные станки и все вот именно программы, которые я и назвала, Revit и BIM пилот для именно моделирования строительства. Но мы знаем, что ваш техникум работает не только со студентами, но и со школьниками, да, и у вас есть очень интересная программа, как «Моя первая профессия», да, вот об этом можно подробнее? Моя первая профессия уже в течение 2 лет мы занимаемся этим проектом. Это обучение школьников, получение им первичной профессии, 8, 9 класс, 7 класс. И за непродолжительное время они получают профессию. Сейчас у нас на данный момент направление маляр-строительный и слесарь-сантехник. В будущем, конечно, мы хотим увеличить. Дополнительно это, конечно, облицовщик-плиточник и сухое строительство. То есть это ребята могут и в школьное время прийти, получить какие-то курсы, да? Это Да, коротенькие они совсем. после учебного времени в школе приходят к нам, получают теоретический процесс и практический. Так, уже можно и на
за школьной скамьей получить свою первую профессию. Да, конечно. Ну, вообще, как будто бы в последнее время даже какой-то этот вектор на такое вот образовательное развитие идет, что в школе уже Можно, очень много да. и предприятия начинают с школами сотрудничать Да. в части профориентации, причем не просто приходить рассказывать про профессию, а приглашать на свои там производственные объекты, показывать, как это все выглядит. Но, тем не менее, 2 мастерские вот скоро откроются. Я думаю, это такой хороший символизм, что в августе как раз 95 лет исполняется техникуму. Ну и какие события, может быть, важные в виде мероприятий, да, юбилейных, в том числе запланированные в честь юбилея? Ну, конечно, в честь юбилея мы запланировали это презентации и выпуск новой книги в честь 95-летия, полностью сбор всей информации и истории нашего техникума. Далее, конечно, встреча с ветеранами, которые долгое время проработали в нашем техникуме и знают наш техникум с начала развития. И нетрадиционно для нашего техникума, но мы хотим встречи выпускников, потому что наши выпускники сейчас уже занимают и высокие должности, и работают во всей республике, потому что это строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, которым мы всегда пользуемся. Да, да. 2 вещи, мне кажется, на которых стоит развитие человечества, Да. в принципе. Приятно будет увидеть выпускников, да, и поговорить с ними, Да. вспомнить студенческие годы. Но и в целом у нас сейчас уже совсем немного времени осталось до завершения приемной кампании. Да. Какие напутственные слова мы могли бы сказать тем, кто еще, возможно, думает и не знает, куда поступить? Ну, конечно, я хочу выпускникам сказать о том, что многие выпускники, сейчас абитуриенты, подали в большое количество учебных заведений свои документы. И еще пока на распутье. Но у нас уже осталось буквально несколько дней. И я хочу им сказать о том, что самое главное, чтобы они подумали и сделали выбор. Выбор, который они сделают сейчас, обеспечит им достойное будущее завтра. Спасибо большое, Татьяна Игоревна. Мы благодарим вас. Ну и, конечно, уже, так сказать, поздравляем уже с грядущим юбилеем вас и всех ваших коллег. Ну и, конечно же, студентов. Мы надеемся, что к вам придут с охотой очень молодые, Желаем красивые, любознательных перспективные, да. абитуриентов и студентов и успешных выпускников. Спасибо большое. Спасибо. Несомненно, студенчество – это прекрасная пора, и порой нам так не хватает того самого времени. И даже волнение, Паша, и тревога перед экзаменом сейчас – это уже такие хорошие воспоминания, которые порой и греют душу. Так сказать, воспоминания моей молодости. Да, ну а между тем, сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи, праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Он призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира. А вот вообще, что произошло в этот день помимо этого праздника, давайте узнаем. На календаре 12 августа. Сегодня отмечают Международный день молодежи, День военно-воздушных сил России. По народному календарю Силуан и Сила. В это время особое внимание уделяли ржи. Крестьяне говорили: «На силу и Силуана рожь бывает пьяна», то есть полна зерном и клонится к земле. Считалось, что силы в этот день прибавляется и у людей, и у животных, и у растений. Этот день в истории. 1323. Заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией, Ореховский мир. 1851. Американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. 1865. Во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота, фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга. 1981. Компания IBM выпустила первый персональный компьютер. 2013. На всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб. В этот день родились 1681. Витус Беринг, русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь. 1831. Елена Блаватская, русская писательница, религиозный философ, основательница Теософского общества. 1887. Эрвин Шрёдингер, австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат. 1904 год. Родился Алексей Романов, российский цесаревич и великий князь. 1907. Александр Столпер, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.
1944. Николай Калинин, советский дирижер, композитор, профессор, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел. Но мы продолжаем обсуждать такую интересную тему, как утреннее пробуждение. Как ни крути, конечно, оно... Как ни крути, у нас утренняя программа, в конце концов. Оно к нам относится напрямую. Итак, ну что же сделать вообще утром, чтобы правильно и легко прожить целый день? Этот вопрос беспокоит каждого, кто стремится, во-первых, конечно же, к продуктивности и результативности. Да, первый час вообще после пробуждения, очевидно, определяет все последующие, которые нас ожидают в течение дня. И вот что же сделать, чтобы вот настроиться, собраться, получить пользу и удовольствие от наступления нового дня. И вообще одним из хороших таких способов настроиться на день – это утреннее чтение. Возьмите, например, книгу из жанра фантастики, и этот увлекательный процесс позволит погрузиться в новые миры, познакомиться с яркими персонажами. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про книгу «Цвет волшебства» Терри Пратчетт. Это первая книга в огромном цикле про плоский мир. Если вы про нее никогда не слышали, то спешу вас удивить. Именно за эти книги королева Великобритании назвала Терри Пратчетта сэром, то есть назначила его лордом, за счет того, что его книги очень большой вклад культурный вносили в Англию. И сегодня считаются одними из самых сатирических книг в жанре фэнтези. Если вы когда-либо читали что-то вроде там Гоголя, может быть, Роберта Асприна, да, Салтыкова-Щедрина или Зощенко, то, поверьте мне, перед вами не менее искрометная и смешная история в духе фэнтези, только которая рассказывает о мире, где живут волшебники, где живут варвары, и между людьми происходят различные коллизии. Читать это смешно, читать это весело. И я думаю, что эта небольшая книга, всего в 300 страниц, подходит как раз для того, чтобы завершить свой читательский летний опыт. Я не говорю вам читать все 40 или сколько там, 50 книг, хотя у меня большинство из них есть. Но именно с этой книги, с «Цвета волшебства», я начал свое знакомство с этим миром. Терри Пратчетт писал, он ушел уже из жизни как писатель, но он писал, наверное, лучше, чем многие современные авторы в историческом и сатирическом духе. Перед нами книга, которую можно и нужно прочитать, поставить на полку и сказать, что вот я понимаю, что такое плоский мир, почему она получила всевозможные награды и почему именно эта книга сегодня считается визитной карточкой сатирического фэнтези. Так что «Цвет волшебства» Терри Пратчетт не потеряла сегодня актуальности, также вызывает улыбку, также смешит и, наверное, одна из лучших книг в английском фэнтези за последние десятилетия. Еще один вариант бодрого утра – это чайная церемония. Например, в Китае существует утреннее чаепитие, которое проводится в 6 часов утра. Это то самое время для общения, обмена новостями, для сближения и взаимопонимания. А в Японии существует утренняя церемония, которая также начинается около 6 утра, проводится обычно в жаркую погоду, когда утро наиболее прохладное время. Да и в целом подобная церемония – это отдельный вид искусства, с которым нужно соприкоснуться хотя бы раз. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» я вам расскажу про чайную церемонию и как она может сплотить семью и помочь вам выйти на глубокий разговор. Чайной церемонии уже 4000 лет. И она, конечно же, не про чай, это не просто попить чай, это про искусство спокойствия и искусство соединения друг с другом. Мы можем выпить кофе, быстро его залить и побежать. Мы можем заварить чай и сделать это традицией семьи. А для того, чтобы это сделать, вам понадобятся небольшие чашки. Не обязательно покупать весь набор чайной церемонии, вам нужны маленькие чашки, потому что маленькая чашка — это всегда про расслабление. Да? Это маленькие глотки, это неспешный разговор друг с другом, и вам понадобится небольшой чайник. Небольшой чайник и, конечно же, сам чай. Именно чай нам помогает расслабиться и пойти во вкус. Чай любой, он может менять свою консистенцию. Сначала он становится таким, да? Мы его
ощущаем, мы его пьем и начинаем знакомиться с ним с вот такого состояния, и потом он становится вот таким. И это, конечно же, искусство. Это, конечно же, процесс, который происходит в моменте. И самое главное, с чаем нужно знакомиться через запах. То есть не просто я его пью быстро-быстро, а я сначала его ощущаю запахом, и потом я его неспешно пью. Да? И можно задавать друг другу вопросы. А как тебе этот вкус? Что он напоминает? Как ты себя чувствуешь? И расслабляться. То есть когда мы пьем чай, мы расслабляемся, мы успокаиваем свою нервную систему, мы идем в глубокие разговоры. И это может быть прекрасной традицией для всей вашей семьи. Первый этап чайной церемонии – это, конечно же, омовение посуды. Наша задача взять кипяток, либо воду 90-80 градусов и омыть нашу посуду, для того, чтобы она была у нас чистой и теплой. Мы знакомимся с чаем сначала через запах и чувствуем его уже в теплом чайнике, ощущаем его запах и, конечно же, у всех домочадцев спрашиваем, что ты ощущаешь, какой это запах, что он тебе напоминает. Чаще всего, особенно у взрослых людей, эти запахи направляют нас в детство, такое прекрасное время. Мы заливаем наш чайничек в чашу справедливости и уже разливаем по чашкам. И этот первый чай мы никогда не пьем, потому что считается, что именно так мы очищаем чай и его благодарим. То есть первый чай, который уже с нашего чайника идет, мы его никогда не пьем. Мы его отправляем обратно и с благодарностью его выливаем. Второй пролив мы пьем. И, конечно же, чайные церемонии, вообще распитие чая, чаепитие — это про спокойствие. Это про взаимодействие друг с другом. И это может быть прекрасной традицией, когда мы садимся и можем час спокойно пить чай через ощущение. Сначала я его вкушаю запах носом, и потом я потихонечку, глоточек за глоточком пью этот чай. И как раз-таки в таком чаепитии мы можем пообщаться, мы можем спокойно поговорить, мы можем пойти вглубь себя и укрепить свою семью. Утренние ритуалы и привычки у всех, конечно же, разные. Порой кто-то это делает ради получения пользы, возможно, и для эффективности и продуктивности, а для кого-то это просто-напросто дисциплина. Ну вот так, например, ни свет ни заря собачники уже идут на прогулку, да, просыпаются рано. Кажется, что все они вообще ранние пташки. Но есть в их числе и те, которые хотели бы не просыпаться так рано. Но делают это потому, что видят в ранних прогулках ряд преимуществ как для себя, так и для питомца. Об одном из таких вариантов прогулок с собакой расскажет наша коллега. Дог-трекинг – вид активного отдыха, пришедший в Россию несколько лет назад. Это поход по пересеченной местности с собакой. На участника мини-экспедиции надевается специальный пояс-потяг, а собака ставится в ездовую шлейку. То есть питомец не ходит с вами рядом на поводке, как это происходит обычно. Его задача именно тянуть. Кроме того, все это происходит на пересеченной местности, в каких-то заповедниках и в лесных массивах. Трассы 6 километров, 10 километров и до 20 километров можно пройти группой. Мы сами сопровождаем. Спереди и сзади идут гиды. В туры могут ходить дети, начиная с 7 лет. Собаки ведут человека вперед и помогают подниматься в гору и идти в темпе. Они привязаны к поясу. При этом руки у человека свободны. Он может пользоваться телефоном, пить воду и свободно себя вести. Одеваем снаряжение. Ага, одеваем снаряжение. Так, все. Теперь Надо подтянуть, наверное. подтянуть, Ага. И здесь вот. Ага, отрегулировать, да? Ага. А перед этим, наверное, надо познакомиться с собакой или как надо? Как это делается? Да, просто вот так вот Погладить, можно да? погладить. Меня зовут Аэлита. Сейчас пойдем с тобой гулять. Так, я вот так держу, да? Да. Все. Еще неизвестно, кто кого выгуливает.
Киндер очень энергичная собака. Собаки не агрессивной породы. Это сибирские хаски, аляскинские маламуты и якутские лайки. Они издавна были ездовыми собаками, были людям как транспорт. Поэтому они привыкли к тому, что люди их могут одалживать друг другу. Так селекционировались, что к любому человеку лояльны, добры, не кусают и друг с другом не дерутся. Я получила очень радостные эмоции, не знаю, это как первый раз ходить, это как будто бы меня выгуливали, а не я выгуливала собаку. Ну и получается, это заряд адреналина такой, ну и позитивные эмоции. Таким образом идет общение с природой и животными, обогащение организма кислородом, физические упражнения и, как следствие, хорошее настроение. Аэлита Стручкова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а сейчас давайте узнаем, какие же новости произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Якутия продолжает удерживать лидирующие позиции на Дальнем Востоке по объемам жилищного строительства, несмотря на сложные климатические и логистические условия. За первые 6 месяцев этого года Якутия вошла в топ-3. Наш регион опережает по объемам индивидуального строительства Сахалинскую область, Хабаровский край, Амурскую область, которые претендуют на лидерство в ДФО. При сохранении текущих темпов республика имеет все шансы укрепить свои позиции в рейтинге по итогам года. Предстоящий учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Об этом сообщает Министерство просвещения России. Ведомство направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса. Меры помогут унифицировать подходы к обучению, соблюсти санитарные нормы и предотвратить переутомление школьников. Согласно рекомендациям, обучение можно организовывать как по четвертям, так и по триместрам. Летние каникулы продлятся с 27 мая до конца августа. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 7 дней. Ну а для первоклассников рекомендовали предусматривать дополнительные недельные каникулы в феврале. Подготовка к школе без лишних хлопот. В Якутске в 25-й раз открылся школьный базар на Комсомольской площади. Здесь традиционно собрано все, чтобы полностью подготовить школьников к учебе на хорошо и отлично. От канцелярских принадлежностей, учебников и тетрадей до школьной формы, обуви и рюкзаков. Особый упор в этом году сделан на качество и безопасность товаров. Вся продукция как от отечественных, так и от проверенных зарубежных производителей. К слову сказать, цены на базаре довольно приемлемые, несмотря на то, что среднероссийский ценник на школьные товары за год вырос почти в 2–2,5 раза. Цены здесь ниже среднего, можно всегда поторговаться, попросить скидку. Всегда тут работают продавцы, работают также сами предприниматели, с ними можно всегда договориться о цене. Ярмарка будет работать до 5 сентября с 10 до 19 часов, без выходных дней. В Усть-Алданском районе состоялся красочный семейный экологический забег «Ангарон» на дистанции 2024 метра. В нем приняли участие свыше 40 семей. Это забег, проповедующий олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. На каждом километре участников забрасывают безвредной порошковой краской разных цветов. Отдельно проходил сбор пластиковых крышек, где участники приносили крышки из разных пластиковых бутылок. Всего участники собрали 3 мешка. Участники забега также были награждены медалями. В Якутске ожидается резкое похолодание. Начиная с 12 августа арктический воздух начнет проникать в республику с севера, постепенно распространяясь на западные и центральные районы. Температура воздуха опустится на 5–10 градусов ниже нормы. Синоптики прогнозируют дожди в связи с изменением погодных условий. Жителям рекомендуется подготовиться к резкому ухудшению погоды и одеваться теплее. Погода на территории республики в этом году, может быть, кому-то и кажется необычной, но, в принципе, такая погода часто раньше была. Просто на протяжении последних 10 лет лето было жаркое, сухое, с небольшим количеством осадков, поэтому была высокая пожароопасность. В этом году лето примерно похоже на 2015 год, то есть это 10 лет назад. В общем-то, июнь довольно прохладный был на всей территории, даже с заморозками, которые у нас как бы уже за последнее время в июне не бывало заморозков. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программу «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Ну а теперь к новостям из мира науки. В субботу, минувшую 9 августа, в Якутск обратно прибыла делегация молодых ученых, которые недавно представляла нашу страну на международных научных мероприятиях. В составе делегации 2 человека, которые сегодня у нас в гостях, мы их обязательно представим. Знакомьтесь, Артем Мардин, это у нас выпускник физико-технического лицея, и Давид Зорин, это ученик 9 класса Сунтарского политехнического лицея. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Ну и забегая вперед, просто чтобы обозначить, что это были за научные мероприятия. Это, во-первых, Тихоокеанская конференция молодых ученых в Китае, а также летний Нобелевский научный лагерь в Таиланде. Ну и первый вопрос будет, наверное, давайте к Артему. Артем, а вот побывали на 2 мероприятиях. Вкратце расскажите, пожалуйста, где было интереснее, может быть, что где делали? Вот вообще, на самом деле, это просто невероятный опыт, потому что конференции абсолютно разные. То есть, как уже сказали, что в Таиланде был лагерь, и он прям лагерь, и прям нобелевский. То есть во время всего этого лагеря мы слушали лекции действительно нобелевских лауреатов разных лет. И не просто лауреатов, а их помощников, которые работали с ними, рассказывали интереснейшие проекты. А в Китае была конференция, где мы именно защищались и выступали. И вот вместе с Давидом, получается, каждый заработал по грамоте. Вообще, то есть у нас очень продуктивное в этом году получилось участие, так как каждый участник получил призовое место. И вот за что мы очень благодарны Малакадемии наук, то, что смогли попасть, потому что это, правда, невероятный опыт. То есть каждый человек может... Нас отобрали на основании мероприятий, которые проходят у нас в республике. То есть, как, я думаю, многие знают, на «Шаге в будущее» есть защита на английском. И по итогам этих защит и чаще всего выбирают ребят, которые поедут представлять нашу республику. Да, ну вот поэтому, возможно, те, кто не следит за нашими эфирами, да, и не знает, как работает Малакадемия наук, на самом деле это такая площадка, которая помогла вам вот именно непосредственно участвовать в международных, да, в таких очень интересных научных мероприятиях, да. Хорошо, Давид, а какие были первые впечатления вообще возможно, от городов, от организации мероприятий? Впечатления были просто замечательными. Все было организовано в лучшем виде. Города совершенно разные. Что Тайпей, что Бангкок, все по-своему хороши. И архитектура просто замечательная. Люди приветливые, очень хорошие. Все прошло замечательно. Иностранцы все очень образованные, и мне понравилось с ними общаться. Здорово. Ну, говорите вы на английском языке со Да, всеми? конечно. Да? Чисто? Чисто на английском. Свободно? Да. Да, молодцы. Ну вот возвращаясь опять же, да, впечатление, сейчас больше ты рассказал как бы такое общее, да, именно места, люди, а вот говоря про программу, да, то есть она все-таки состояла, может быть, не только из, опять же, из научных мероприятий, это экскурсии какие-то и так далее. Что из этого запомнилось, какие впечатления на тебя произвели? Запомнилось мне, скорее всего, лекции. Лекции были просто шикарные. Столько информации, такие хорошие люди. Я узнал много о чем, такие хорошие темы, даже не по моему направлению, но все равно было очень интересно слушать. Очень талантливые люди. Ну, допустим, например, назови интересные темы, интересные темы. Мы с Пашей сидим и думаем, что сейчас интересно молодежи. Да какая интересная тема могла заинтересовать Давида. Да. Научную молодежь акцент. Да. Там были темы про нейтрины. Это такие маленькие вещества, которые, частицы, которые проходят через, вот даже, допустим, нас даже сейчас. Они через нас проходят сейчас. Нейтрины? Нейтрины. Нейтрино — это следствие распада ядер в Солнце. И их просто десятки миллионов проходят сквозь Землю. Но за счет своих очень необычных свойств, которые изучают, они практически не взаимодействуют с материей. То есть это частица, которая может Землю насквозь прилететь полностью. То есть, представляете? И никакого следа. Да. Поэтому... Прямо сейчас сквозь нас всех проходят нейтрины. Да, здорово, ребят. Хорошо. Ну, знаешь, у меня уже голова начала вот так вот как-то по-другому соображать. И я представляю, как интересно ребятам, да? Хорошо. Ну и давайте, Артем, расскажи немножко про размещение, где жили, что видели. Вообще, размещение было очень качественное. В Китае мы жили в общежитии местного университета. Очень-очень красиво обустроено, то есть современное общежитие со всеми удобствами. А в Таиланде мы жили в 4-звездочном отеле, который предоставили организаторы. То есть прям все было на высшем уровне. И еда вообще, то есть организация прям действительно была шикарная на каждом из мероприятий. То есть просто, поражает иногда. Вот ты затронул там очень интересную тему — кухня. Как китайская кухня вам? Попробовали? Китайская кухня вполне отличная. У них очень распространены такое понятие, как night market. То есть это такие небольшие ночные рынки, которые открываются примерно к 5 вечера и закрываются к 10. То есть где можно поужинать спокойно и попробовать национальную еду.
правда, очень-очень вкусно, я бы сказал. А И не тайская? так дорого. Тайская тоже отлично, потому что она... Ну, мы все-таки ели более адаптированную еду, потому что организаторы нас кормили. Но все-таки тайская, да, тоже очень-очень вкусная, мне кажется. А что-нибудь необычно поели? Жучков, паучков? Тараканов ели, да. Тараканов ели. Никак вам? Организаторы в рамках культурного вечера, который есть на каждой международной конференции, предоставляли именно возможность попробовать себя в разных сферах, которые в Таиланде представлены. И одно из мероприятий это было именно поедание насекомых и приготовление блюд с насекомыми. Очень интересно. Ну, раз на то пошло, как они вообще на вкус? Вот Как вот? я, наверное, поделюсь сначала своим, потом Давид расскажет. До тех пор, пока вы не вспоминаете, что вы едите, вполне хорошо. Вот, то есть я ем такой, блин, прикольно, а потом, блин, я же насекомое ем. Похоже на семечки. Да, то есть очень интересно. Давид, а как тебе? В принципе, нормально. Я бы сказал то, что вполне себе вкусно, но вот у некоторых есть хитин, который неприятно чувствуется во рту. А так, в принципе, вкус очень даже хороший. Очень даже хорошо. Ну, возможно, опять же, у азиатских жителей такая же реакция может быть на наши семечки, которые мы грызем. Хорошо, но давайте поговорим о ребятах, кто еще участвовал в конференциях, да, из каких стран и вообще сколько участников было? В первой конференции она у нас называла APCYS, Asian Pacific Conference for Young Scientists. Там выступали делегаты из 11 стран. А вот уже во второй конференции ACT, Asian Science Camp, там уже было 22 страны. Вот столько вот. 22 страны? 22. Да. Так, хорошо. Друзей завели? Конечно. Ну, вот. Очень. Очень? То есть Да. теперь вы можете поехать в любую точку страны, и у вас... мира, и, в общем, встретите своих друзей. Уже получается, можно будет даже уже и в гости ездить. Ну, это в этом-то и плюс, наверное, и, возможно, одна из ключевых задач вот таких подобных мероприятий и объединение, наложение связей. Отлично, ребят. Ну что, спасибо большое за то, что поделились такой информацией. Я думаю, на вас, глядя сейчас, многие наши ребята, школьники, возможно, да, посмотрят и скажут, я тоже так хочу. Но для этого нужно в первую очередь что делать? Хорошо учиться, правильно? да. И получать знания. Заниматься научной деятельностью. Правильно. Да. Спасибо, ребята. Желаем вам успехов. До новых Спасибо встреч. большое. Спасибо. Ну, а тем временем, пока нейтрины проходят через нас всех, приближается время начала дня полноценного, и кто-то даже, может быть, не позавтракал, а чтобы завтракать, что нужно? Готовить чем-то, ножом, например, резать, а нож иногда бывает тупой. И вот сегодня поделимся советом, как же правильно точить ножи. Здравствуйте, друзья! Самый популярный, самый нужный, самый необходимый в быту столовый прибор, а может быть даже инструмент, если вы находитесь где-то на свежем воздухе или активно отдыхаете, это, безусловно, нож. Нож может быть кухонным, охотничьим, туристическим и прочие другие вариации ножей существуют. Сегодня мы посмотрим, как правильно, быстро и, главное, очень просто заточить обычный кухонный нож. Для того, чтобы пользоваться кухонным ножом, не нужна хирургическая точность, тем самым не обязательно использовать какие-то супер-пупер навороченные средства для заточки ножей. Можно обойтись обычным точильным камнем, он еще называется брусок. Сейчас я покажу, как это нужно делать. Перед тем, как точить, брусочек необходимо немножечко смочить водой. Не сильно, но вот таким образом мы его поливаем водичкой. Говорят, это для того, чтобы скольжение было лучше. Обрабатываем. Обратите внимание, у меня брусок двухсторонний, он двухцветный, это значит, что две разные его поверхности имеют разную шероховатость. Сперва необходимо точить нож на более шероховатой, более зернистой стороне, и потом уже дорабатывать на более гладкой. Здесь сразу расскажу о парочке ошибок. Многие точат вот так вот, это немножечко неверно. Многие точат вот так вот, это также немножечко неверно. Точить необходимо вот таким образом. От рукоятки выставляем примерно угол на глаз и делаем движение, как будто бы мы срезаем этот брусок, как будто бы мы его строгаем от рукоятки к кончику. От рукоятки к кончику. Стараемся держать угол постоянный, потому что если у нас угол будет по отношению к брусочку лезвия меняться, то заточка будет немножечко неровной. Здесь еще один важный момент. Нужно чередовать движения левой и правой стороной ножа. Потому что если мы будем бесконечно точить одной стороной, вот так, например, и потом через 2-3 движения другой, то заточка может быть немножечко неровной. Раз, два, раз, два, раз, два. Нож у меня попался достаточно тупой. Чтобы его заточить до идеальности, наверное,
понадобится немного времени. Но сейчас мы попробуем его привести хотя бы в работоспособное состояние. После того, как мы использовали крупнозернистую сторону брусочка, мы его переворачиваем и начинаем точить на более с мелкой зернистостью. Со временем, когда вы будете точить по нескольку ножей в день или хотя бы раз, два, три в неделю, безусловно, навыки у вас приобретутся. Еще раз повторюсь, самое главное здесь использовать, не терять угол. Нам необходимо заточить всю поверхность ножа, потому что в быту, особенно на кухне, используется полностью вся поверхность лезвия от кончика до рукоятки. Занятие это несложное, посильно даже, я думаю, людям, которые с этим впервые столкнулись. И самое главное, что не нужно никаких особых специальных приспособлений. Ну, нож стал чуть более острым, проверяем его на помидоре. Многие режут для проверки остроты ножа бумагу, но в этом нет необходимости, ведь в обычной жизни мы не режем бумагу, а вот помидорки отлично будут резаться. Ну, таким образом. Таким способом можно наточить не только кухонные ножи, но и обычные перочинные, например, туристические. Также прикладываем нужный угол, смотрим и делаем такие же движения от рукоятки к кончику, как будто бы мы хотим этот брусочек настрогать. Кухонный нож для того, чтобы приготовить себе бутерброд, намазать маслом, порезать помидорку можно буквально за считанные минутки. Итак, проверяем его на помидорке без всяких замятий. Прекрасно, можно кушать. Что ж, друзья, держите ваши ножи всегда в остроте. Будьте здоровы, хорошего вам дня и прекрасного настроения. Всего доброго. Вот такая полезная информация под конец нашего эфира. Я думаю, будет интересно всем. Как и домохозяйкам, так и вам, мужчинам. Вообще способов на заточке огромное тоже множество имеется. Но вот один из распространенных, был сегодня продемонстрирован. Есть более сложные и, соответственно, более точные при этом всем. Есть более как бы проще, но, тем не менее, не так долго заточку они держат тогда. Ну а наш эфир подошел к концу. Мы не прощаемся, мы говорим вам до завтра, потому что в это же время в 7:00 мы будем рады видеть вас завтра. До новых встреч, всем доброго утра.